Помимо выставки, посвященной Ефросинье Георгиевне Кардашевской, также можете посмотреть нашу основную экспозицию, посвященную Дело в том, что у нас в отделе есть новые сотрудники, которые только включаются в данную работу. Поэтому для нас показалось важным, что нужно их методически обучить, чтобы этот материал был всегда при них. Прокопьева Юлиана Иннокентьевна, пожалуйста. Андросов Александр Сергеевич, пожалуйста. А Пырым влияет или нет, я не знаю. Влияет. Здравствуйте. В ноябре у нас прошли курсы повышения квалификации. Они прошли с 30 октября по 8 ноября и назывались «Методические особенности составления энциклопедических статей». Там обучилось 16 человек. Это наши сотрудники отдела энциклопедистики, Центра изучения и сохранения родных языков, а также учреждения, это библиотеки муниципальные и сотрудники школьных музеев. Также были научные сотрудники с ИГБК СОРА. Из предыстории скажу, что мы сами с сотрудником обучились на курсах повышения квалификации в городе Уфе, Республике Башкортостан, в Институте башкирской энциклопедии. Нам провели обучение по региональной энциклопедистике, истории, основам энциклопедистики. И по итогам курсов мы сами зажглись и решили провести такие похожие курсы, но на региональном своем материале. Получается, Институт башкирской энциклопедии дал нам импульс для того, чтобы работать по методике с нашими коллегами. И запрос прозвучал именно от сторонних учреждений в связи с тем, что люди интересуются, как писать не только энциклопедические издания, а в целом научные издания, монографии. Как оказалось, это был высокий запрос. Мы попробовали составить, программу и посмотреть, сколько слушателей обратится. Интерес был достаточно высокий, поэтому мы решили все-таки провести по основной теме, по энциклопедистике. Далее, конечно же, мы в дальнейшем будем развивать данную деятельность, продолжать. Наименования курсов будут меняться. На территории республики такая тематика по методике составления энциклопедических изданий, она первая. И поздравляю вас с завершением этих курсов. И сегодня мы будем вручать ваши драгоценные удостоверения о повышении. Детские издания, жанр энциклопедических изданий для школьников для них был очень интересен, да? Поэтому мы считаем, что наши курсы были построены согласно основной универсальной методике, и также был региональный материал. Кроме стратегической сессии, каждый из нас, съездили Александр Сергеевич, Юлиана Прокопьевна, мы провели семинар по теме. Тема схожая по методике, по составлению статей, по структуре издания, по концепции. Да? И коллеги очень зажглись тоже этой идеей создания энциклопедического электронного портала. Он, в принципе, у них был, просто структура была другая. И после нашего мероприятия они очень быстро собрались и все поменяли. В течение дней 10, наверное, да, они полностью изменили структуру согласно концепции, которую мы помогли написать. И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Передает руководитель Николаев-центра Юрий Иванович Семенов. Методические схемы, они, строго говоря, именно для энциклопедических справочных изданий, но в целом для знания того, как развивается наука, как пишутся научные статьи в широком смысле слова. Также это хорошо для
структурирования информации, работы с информацией. Это может пригодиться и в обычной жизни. Искусственный интеллект сейчас играет все большую роль в нашей жизни. Даже в электронной энциклопедии Якутии на интернет-портале есть искусственный интеллект. Мы его используем. Но искусственный интеллект и человеческий интеллект, они должны быть в симбиозе. Искусственный интеллект не может заменить полностью написание статей по структуре методической схемы, например. Всегда нужна будет проверка данных, верификация их, нахождение в самых разных источниках, в том числе в источниках, которые не оцифрованы, то есть в книгах. Но пока искусственный интеллект мы используем как чат-бот и для лучшего поиска пользователям интернет-портала информации в рамках энциклопедии Якутии. В перспективе, конечно, можно будет расширить функционал и возможности использования искусственного интеллекта. Но это уже покажет будущее. Башкирской, татарской энциклопедистики. Это надо, конечно, перенять четко и работать не только 8 часов, но и посвящать, оптимизировать систему работы. Наталья Хлопкова, специалист по выставкам Музея истории города Якутска. Сегодня у нас в Музее истории города Якутска открывается новая выставка. Она посвящена Ефросинии Георгиевне Кардашевской. Ефросиния Георгиевна была краеведом, изучала историю якутскую, очень у нее такие подробные исследования. Краевед, исследователь, серьезно занималась в архивах. И еще ее отличительная черта, она беседовала с людьми, собирая материал для истории. По образованию она сама педагог, сурдопедагог, логопед. Работала очень долго в интернате для слабослышащих детей. Проживала в городе Якутске с 50-х годов, так что помнила изменения, полувековые изменения города. Ее отец известный филолог, литературный критик, переводчик, преподавал в Якутском государственном университете в 60-е и 70-е годы. Георгий Романович Кардашевский. Вот. У него сохранился богатый архив фотографий. Он тоже увлекался краеведением. Даже вот студенты его, которые он обучал в 60-е годы, вспоминают, что он водил своих студентов, первокурсников по городу Якутску. Такое вообще в то время не практиковалось. И рассказывал, где, в каких зданиях, что находилось, кто там жил, кто работал. И называл это практикой. То есть вот это вот такой вот исследовательский интерес к городу Якутску перешло на генном уровне. Вицин Александр Павлович, руководитель Музея истории города Якутска. Добрый день, дорогие зрители. Сегодня в нашем музее особенный день. Сегодня мы открываем выставку, посвященную жизни и деятельности краеведа-исследователя, педагога Ефросинии Георгиевны Кардашевской. Это получается у нас вторая выставка, именно персональная, которая благодаря семье Ефросинии Георгиевны буквально год назад семья Ефросинии Георгиевны передали музею реликвии своей семьи. Им очень благодарны, что именно передавая музей именно такие ценные и исторически важные реликвии, фонд наш музей обращается. Самый молодой музей в республике и такой богатой историей. Но нашим посетителям очень нравится наш музей. Каждый месяц организуются выставки, мероприятия очень интересные. И после вот этой выставки у нас будет продолжение уже посвященное Новому году. Сейчас мы уже готовимся к 400-летию нашего любимого города. Помимо выставки, посвященной Ефросинии
Юргены Кардашевской также можете посмотреть нашу основную экспозицию, посвященную истории города. Это вот первый зал у нас именно основание Якутска, где у нас расположена якутская археология, городская именно. С места раскопок это на месте бульвара Учителя, 2017-2018 год. И во втором зале это уже быт горожан. Вот. И из новенького мы вот решили выставить новое поступление нашего музея. Сравнительно недавно нам отправили из Санкт-Петербурга. То есть вот человек, который учился в реальном училище, он проживал вот в Петербурге. И его соседка, то есть сам уже он скончался, к сожалению. Вот соседка решила его отправить документы именно в Якутск, так как это и связано с историей учебного заведения, как реальное училище, ну и вообще как горожанина. Это вот Стрелов Павел Васильевич. Мы еще вот выясняем, как он связан с археологом и краеведом Стреловым. Тут пока что нашли информацию, что Стреловы, они все с одного места вышли. Родом с Иркутской губернии, там есть одно село. Вот. И надо выяснить именно степень родства их.